Министерство образования его не подписывает. А почему вы его на баланс не берете? То есть почему вам еще не передано? Мне кажется, по данному вопросу нужно было бы предварительно, чтобы была комиссия и проведена была какая-то оценка того имущества, которое имеется, чтобы потом не возникало никаких там вопросов. вроде бы создавалась комиссия. Эта комиссия еще не отработала, поэтому не заседала? Да, как только вот будет какой-то акт и работа этой комиссии завершится, мы подпишем сразу. Что было бы хорошо для учителей, конечно, да? Конечно. Вот. И второй вопрос у меня. Почему отказались от оптоволокна в пользу беспроводной связи? Вот я выше уже говорила, что тендер по подключению к интернету, он проводился не один раз. Последний раз в декабре мы проводили уже в 4-й раз, и мне пришлось подключить здесь специалистов, IT-специалистов, которые могли бы сказать, в чем проблема. Ага. Если бы мы поставили бы условия, вначале были условия там 70% оптоволокно, а 30% это беспроводной, и вот IT-специалисты нам предложили, говорят, у вас некорректное само техническое задание. Вы в техническом задании напишите, что вы хотите. Мы хотим качественный интернет. То есть мы четко прописали условия, которые нам нужны. Проводной это будет, беспроводной это будет, но чтобы это было качественное подключение к интернету. Это первое. И второе, какие гарантии будут в случае, если они не выполнят условия первое, качественный интернет. Это банковский залог. То есть по этим условиям, и вот я сейчас название этой компании, к сожалению, не помню, iSpace, да, по-моему, она и выиграла. Я прошу прощения, то есть вы остановились на оптоволокне? Вы остановились на беспроводном. Вы знаете, вот здесь для меня, я, наверное, все-таки представитель молодого поколения, да, я бы хотела отметить, у нас иногда государство не совсем дальневидные стратегические какие-то решения принимает, представители исполнительной власти. Почему? То есть беспроводные технологии, если мы захотим потом расширить каналы, это я вам сейчас как в качестве информации, я тоже проконсультировалась с представителями IT-технологий, да, они потребуют дополнительных затрат. То есть если школа потом захочет расширить свой канал, а у вас, оказывается, предлагаемый 10 мегабит в секунду, то для каждой школы это, согласитесь, это небольшая скорость. Если вы одновременно 20 компьютеров, там как среднее значение, кажется, берется, да, то если одновременно 20 компьютеров в одном классе подключится, есть оптоволокно и есть беспроводная связь. Там ветер, помехи извне, да. При оптоволокне это ничего внешние, природные никакие вещи не будут влиять. При беспроводной, если вы потом захотите расшириться, допустим, жителей подключить в тех же отдаленных регионах, больницы, вот я именно новым замминистром хочу это, чтобы вы для себя отметили, больницы подключать, потом для государства в будущем это будут меньшие расходы. Мы сэкономим значительно, если оптоволокно будет в приоритете. И очень странно, что во всем мире, в той же Европе, в той же Америке давно уже переходит на оптоволокно, а мы до сих пор, или мы так пытаемся сэкономить, я это не совсем понимаю, да? Это действительно очень дальновидный подход будет для будущего. Это больше замечание такое, наверное, предложение, чтобы вы пересмотрели, если есть еще возможность. Дальше вот у меня вопрос, ГАСК, да, архитектуры, Министерство образования Кайрылгам, есть рабочий городок, школа номер 25. С 2013 года аварийное состояние Депджалтыр, и с рабочего городка, вы понимаете, да, расстояние Гандалыс, Пашка, да, Кайрылгам Болчумын, Урматту Жаңы замминистрге, и там получается вот 3 года, 4-й год подряд комиссия заседает, никак решения не принимаются. Дети вынуждены ездить в совсем отдаленные регионы, совсем отдаленные места. А Маламудайда Джопиратастарда комиссия работает. Комиссия 4 года работает, что ли? В 25-й школе? В 25-й. Включение ее в перечень? О том, что вообще посмотреть, что там происходит. Аварийно закрыли, оказывается, и официально, почему меня беспокоят учителя и жители, оказывается, объявили, что деньги в бюджете заложены еще 2 года назад. И до сих пор ни ремонт не начали, ничего. Это город Бишкек, возможно, деньги были заложены в местный бюджет города Бишкек. Ага. Но что касается республиканского бюджета, в этом году, во-первых, 25-я школа вошла в перечень в рамках Саудовского фонда развития средств, и, во-вторых, она вошла в перечень вот тех 12 школ, дети которых вынуждены сейчас учиться в других школах. То есть это обязательное строительство, вы будете рассматривать, оно направлено, оно направлено на рассмотрение уже
уже премьер-министру. Хорошо, у нас было выездное Это заседание. поручение президента было. Спасибо большое. Тогда я так и отвечу тогда, когда они ко мне подойдут. В основном это жители приходили. Также у меня вопрос, есть такой же вопрос по Джангапахте, Сокулукский район. Мы с вами выезжали, вы помните, да? Я вас очень прошу, я ждала ответа, я попрошу еще раз на этот вопрос Министерство образования Джобер. Там в таком же состоянии в аварийном несколько школ по Сокулукскому району. И до сих пор, каждый год я пишу в Министерство образования, каждый год пишут, посмотрим. Суммы небольшие. Война-Антоновка большие, остальные нет. Ну и последний вопрос, он, наверное, такой, точнее, последних два вопроса, да. Ко мне обратилась директор Беловодского детского дома-интерната, я так поняла, в 2016 году. Чуть-чуть можно потише, пожалуйста. В 2016 году на фоне программы по оптимизации интернатов, да, Петровка и Уртосу, произошло объединение. Количество учеников там, видимо, поменялось, и директора остались. И вот спустя год, это такая просьба, да, я не буду озвучивать фамилии, спустя год ее приглашают, и ей говорят, что чтобы она осталась директором в этой же школе, как это правильно выразить, наверное, чтобы это было корректно, да, что ей прям открыто или не открыто намекнули, что это место стоит немалых денег. Да я прошу вас, как руководителя, просто встретиться с человеком. Да, мне кажется, нельзя терять таких профессиональных кадров, тем более в интернатах у нас... Фамилию. Может, я знаю. Да, Венера Борбуева. Венера Борбуева, да? Просто мы часто по Чуйской области выезжаем, ездим, и вот такая жалоба мне поступила. Я ее приглашу обязательно. Спасибо большое. Вот. И по Адамкуловой. Я все-таки не могу не затронуть этот вопрос, потому что когда я пришла в партию, один из основных приоритетов лично для меня была борьба с коррупцией. Да? И получается, человек с 2015 года работает ректором. По итогам 2015 года Счетная палата выявляет в феврале 2017 года в КНУ имени Баласагына нецелевое использование на 10 миллионов сомов. Меры никакие не приняты. Потом в КНУ было громкое дело по задержанию проректора Асанбекова Нурзака. В протоколе суда имеется показание, что Адамкулова лично предлагала Асанбеку увеличить взятку сотрудникам МВД до 100 тысяч сомов. Асанбеков имеет судимость, ведет преподавательскую деятельность до сих пор. У нас борьба с коррупцией как-то странно ведется. У меня к новым двум заместителям большая просьба. Вот я знаю, что в Сожгу пришел Кудайберди Гапаралиевич. Я была в Аше, я настолько восхищена реформами, я знаю, что в корне этой реформы стоите вы. И, уважаемый Салидин Кадыркулович, сіз де аябай опытный киши, региондордан келдіңіз, қарапайым елдің проблемаларын жақсы түсінесіз. Ушул ушға көз салып қойыңыздарчы, потому что министр больше политическая должность, я так понимаю, и больше выезжает, но вы непосредственно работаете. Обратите внимание. Большое спасибо.